Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина. Каждый день у нас встреча с самолетов. Каждый день суета и заботы. Прилетели две синеглазые красавицы. Белая девочка недавно сдана в ППЖ. Хозяин уехал на СВО. Собачуля оказалась никому не нужной. Под густой шерстью не видно худобы. Видно, как испугана девочка. Заглядывает в глаза людям, словно спрашивает, что со мной будет. Откормить, расчесать, и будет красивая, шикарная собачуля. Как и другая синеглазая малышка из вольера со злыми сородичами, где ей не давали подойти даже к еде. Эй, собачка. Ну смотри сюда. Че туда отворачиваешься? Красотка. Здорово. Красавчик. Красавчик приехал. Красавчик приехал. Молодец. Красавчик приехал. Что такое? Что такое? Размяться. Что? Что ты? Все, видите, на кормежку. Выходите. Выходи. Опа. Сюда пропак водить. Иди сюда. Иди сюда. Не бойся. Молоденькая собачка, годик где-то. Здесь не надо, здесь дорога, здесь. Вот две собаки необычайной красоты. Надеюсь, этим девчонкам мы быстро найдем семьи. Второй прилет, друзья, это два истощенных мальчишки. Спасли в этот раз троих, но в срочном порядке вылетели только двое. Настолько истощены были, что просто сердце заходится, смотря на них. Один был уже или порван, или обмороженные лапы и кровили. Вытащили окровавленного. Кошмар.
уже и к еде были безразличны. На еду не бросались, как будто челюсть окоченела. Черный еще ест, а двое других не реагируют. Это плохой знак. Вот этих двоих и быстро отправили самолетом в срочном порядке. Думаю, что мы вовремя забрали, еще бы ночь они не пережили. Ты даже не смотришь. Ты даже не смотришь. Встретили в Москве, привезли к откликнувшейся Марине в квартиру одного из прилетевших. Но настрадавшийся парень вел себя неадекватно. Он очень боялся, что его обидят. Он не понял, куда он попал. Пришлось ночью увезти его на передержку. Там, среди доброжелательных таких же бедолаг, он быстрее отойдет от стресса. А потом посмотрим. Да, выходи. Давай, какой... выходи. Иди сюда, в кухню. смотри, какой запах. Смотри, какой запах. Ну? Запах какой. Так, а реакция вот так вот, может, еще и не реагирует. Это я уже пробовал давать тоже, она что-то так. Положите-ка ей на дно. Да. Так. Смотришь? Давай. Ну давай, на мясо не реагирует. Вообще, это трэш. Все хуже и хуже. Да. Давай, выходи, мой сладкий. Апатия, да, блин. Ой. Ой, какой маленький. Ну что, скиль? Ну все. Я не могу, а выживи как бы. Ой, люди, она на еду не реагирует. На мясо не реагирует. Это что такое? Писать хочет. Давайте, пошлите писать. Хочет от людей подальше спрятаться. Ой, как жалко. А как она писает? Маленькая, это моя девочка. Нет, девочка она или мальчик, я пока еще не поняла. Совсем трындец. Там, чем стало холоднее, тем собаки стали ужаснее приезжать. Трясется. Красивая собака такая. С пятнышками на мордочке. Книжка есть. Мальчик. Так, друзья, совсем прилетел. Замерзший очень сильно. Очень. Даже не реагирует на консерву. На мясо не реагирует. А вот это я даже не могу понимать. Ну, что-то вообще сухо. Вот это какая-то корка засохшая. От бирки, понятное дело. Да? Можно показать? Ну, годика 3-4, да, тебе? Малыш. Вот такой мальчик у нас. На мордочке веснушечки. Очень, друзья, очень.
Вот это все скелет. Вот это все острые-острые углы. Сразу говорю, у кого есть добрая душа, сердце и желание реанимировать от истощения, от обезвоживания, то возьмите, пожалуйста, домой, приютите, обогрейте. Мы можем временно к вам привезти, временно можем привезти, потом заберем, будем пиарить. Но надо сначала в чувство привести. Не каждый способен, не у каждого есть желание, время. Поэтому вот, пожалуйста, откликайтесь, те сердобольные люди, которые готовы подарить любовь и заботу вот таким вот несчастным, с таким трудом вырванные из лап смерти. Вот. Вот такой хвост поджатый. Ничего не видела собака в жизни хорошего. Видимо, ни у хозяина не видела хорошего. Ну где-то же ты жила годика 3, да? Где ты жила, малышка? А потом попала в этот ад, адище. Ну, она бы там еще, может быть... Нет, день бы, наверное, ночь не пережила. Минус 50, минус 58 сейчас бы начнется. Вот и все. Вот вся такая характеристика о тебе. До колена, да? А то некоторые спрашивают рост. Вот, ну 57 сантиметров, может быть. Мы называем их средними собаками, среднего размера. Это не монстры, они не огромные, ну средние собачки. Когда придут в чувство, они будут самыми красивыми, замечательными, благодарными, добрыми. Что-то такого не было, чтобы не кидались, да? Все предыдущие самолеты так накидывались на 2 банки консервов. А это даже не реагирует. Я даже на мясо не реагировал. Да. Я по дороге специально, чтобы того приручить, мясо взял. Угу. Малышка. Тот реагировал. Вот видите, как прям вот так руку подняли, и она и уши, видите, как прижала? Обалдеть. Вы вот так просто всего лишь сказали там и подняли руку. И он уже задрожал. Не бойся. Ну давай я тебе тогда... Неужели у него такой Стойте, из руки дам. Ну на. Ну это же мяско, ну поешь. Ну пожалуйста, ну давай я тебе намочу. Нет, да? Ну посмотри. Представляете? Давай. Слушайте, я знаете что? Что-то обоняния нет, что ли? Я ему намазала... намазала ему зубы мясом. И что-то пошло. Давай. Ничего не пошло. Нет, опять не пошло. Может, есть не может. На. Ну, пожалуйста. Вот умница. Давай. Вот умница. Да ты же умница. Боже. Боже, счастье-то какое. Боже. Вот это да, вот эта поза, как она уткнулась, а. Как ей хочется в тепло человеческое. Руки и тело прижаться. Вообще обалденная собака. Обалденная. Ее надо в тепло. Маленькая моя. Маленькая. Господи. О чем она думает? О том, что никогда она не чувствовала ласки руки человека. Посмотрите, что творится. Она дрожит, да? Да. Пусть посмотрят те жестокие тети и дяди. Там пеленку постели. На вашей совести это бессовестная. Эта собака никогда никого не укусит. Никогда никого не укусит. Ни в стае, ни без стаи. Ее забить можно. Она никого не забьет. И не укусит. Она еще не собирается помереть? Вообще безучастный к жизни, да? Занесли домой отогреться. Хоть поел немножко. Хоть немножко консервы поел. Каши. Ой-ой-ой, какой запах пошел. Надо в чистую помыть и дать ему в чистый, да ведь? Сейчас немножко клемается, он уже Ты мой получше себя чувствует. Он уже и посматривает, Ты не мой боится сладкий. смотреть. Ты мой А то он в лицо боялся смотреть даже. Да, в лицо боялся. Да, боялся, что агрессию будет. Чувствовал свою как будто бы вину за то, что родился. Итак, сегодня прилетел вот такой истощенный мальчишка, который не мог выйти из будки, не мог поесть,
Не мог выйти просто к еде, хотя бы погрызть замерзшую какую-то крупу ППЖ. Сегодня он прилетел, и у него было полное безразличие даже к консерве, к мясной. Я решила его взять под свой контроль на несколько дней. Вот он лежит, не двигается, груда костей. Это видно, да, что кости просто сложенные. Он аморфен. Он совершенно добрый мальчишка, но он безучастен к жизни. И я решила посмотреть, можно его вернуть к жизни или нет. Мальчишке годика 3. Ну, годика 3, наверное, может быть 2. От скотской жизни, конечно, тут все год за 2. Так, уши надо лечить, обрабатывать, корки, это понятно. На улице он отказался есть консерву, но сейчас он немножко отогрелся. И я решила ему дать кашу с мясом на бульоне уже в домашних условиях, чтобы проверить, насколько грустно и страшно его состояние, или все-таки его можно реанимировать. Вот начал есть, да? Это тоже якутский котенок, которого, если вы помните, я привезла в начале августа. Он любопытный. Да, это котенок, не переживай. Не переживай. Не раздражай. Иди, он кушает. Все, давай, кушай. Ты уже раздражаешься, да? Тебя беспокоит. Накупила фарш говяжий. И вот с гречкой намешала ему. И бульон мясной. Ну, смотрим, как вот он ест. Это груда костей. Потому что, когда мы встречались в порту, ну, пытались его накормить, он безучастен, скажем так, к еде. Приготовила ему новую, вот такую вот побольше уже переносочку. Постелила там на картонке пеленку чистую. Да, конечно, ты не откажешься, Кимушка. Сейчас буду обрабатывать ухо. Там и гнойка, и все на свете. Ой-ой-ой-ой-ой, малыш. Как вы с этим живете, а? Как? Ну, это не самое страшное. Самое страшное, это когда с этими бирками вы... Ой, боже, боже, боже. Все, хлоргексидином сейчас обработаем. Все, малыш. Коготочки тоже пострижем. Так, мы вот с этим малышом обрабатываем уши. Там просто швах с ушами. Давай, покажи мне ушки. Давай, 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 давай. 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 Вот. Это просто от клипсы. Там, по-моему, 2 дырки. И вот мы всю эту кровушку, все протираем, да? Ну, это самое меньшее из зол, что может быть у маленького ребенка, да? Гречку, видимо, он не очень любит. Мяско так с трудом выбирает. Не потому, что капризен и разборчив. Просто ссохся желудок. Желудок прилип к позвоночнику. Это груда костей. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо тебе, мой сладкий. Друзья, без проблем не обошлось, без этого никак. О них мы расскажем вам в следующем ролике. А сейчас я прошу вашей помощи для тех, кто попал в стационар. 2 в Якутске и 1 в Москве нуждаются в вашей помощи.